Добрый день. Значит, у нас сегодня второй гид Максим Блинов. Мы с ним познакомились уже 2 года назад. 2 года пытаемся скоммуницировать. Я предлагаю встретиться. Но вот у нас только сейчас получилось. Я уважаю Максима. Мы пересекались на многих мероприятиях исторических. И вот наконец-то он с нами. Вот расскажите о себе и вот начинаем экскурсию. Я ижевский историк, экскурсовод, руководитель культурно-исторического клуба «Антэ-экскурсии» по Ижевской Удмуртии. Мы ходим с жителями города, рассказываем им про пространство, где они проживают, и открываем для людей те вещи, о которых они не знали. Но не только про жителей, конечно, для гостей города эта история. И, в общем-то, наша задача открыть людям тот мир, в котором они живут, потому что люди зачастую не видят то, что их окружает. Вот. И сегодня, в данный момент, мы находимся в сквере космонавтов, один из скверов города. Зеленая зона, практически в самом центре Ижевска, находится у монумента Дружбы народов, так называемый Хлыш Кулаковой. И почему такое название у него? Дело в том, что в 70-е годы активно шло благоустройство этой территории, в начале 70-х. И после того, как здесь снесли частную застройку вдоль улицы Максима Горького, одной из главных улиц города, здесь решили благоустроить эту территорию и пригласили сюда комсомольцев, пригласили сюда молодежь, в том числе из Дворца пионеров. И в 1976 году Ижевск посетил знаменитый космонавт, герой Советского Союза Андриан Николаев. И он тоже участвовал в посадке деревьев в этом сквере. Так что он тоже приложил. И после него в Ижевск сложилась традиция приезжать космонавтам на Ижевский мотозавод. Почему так? Потому что завод одно из ключевых предприятий в советской космической индустрии, которая участвовала во всей программе космической. То есть, начиная от первого запуска спутника и полета Юрия Алексеевича Гагарина, всех предшествующих полетов в космос, и вплоть до наших дней, это одно из главных космических предприятий в мире. Вот, соответственно, для космонавтов это было очень важно посмотреть, как изготавливают продукцию, изделия мотозавода, связанные с космической индустрией. Сейчас этот завод называется «Аксиом». Так вот, в то время визиты космонавтов были такие полусекретные, полутайные. Они, конечно же, общались с официальными лицами, с деятелями культуры, техники, науки, образования, встречались. Но об этом редко писали в газетах. Тем не менее, есть несколько снимков и свидетельств о том, как здесь тоже высаживали деревья космонавты. Вот. Ну и со временем продолжали благоустраивать этот сквер силами горожан. И, в общем-то, такой небольшой кусочек зеленого города здесь сохранился. Ну, к сожалению, в ближайшие либо месяцы, либо даже годы планируется вырубка этого сквера и строительство здесь очередного жилкомплекса. А куда они, интересно, сюда воткнут его? Я что-то не вижу, чтобы здесь Ну, было. прямо вплотную до монумента. То есть, в принципе, можно воткнуть, это не проблема. При желании, на самом деле, воткнуть могут в любом пятачке, уголке, что зачастую делают. Поскольку проблема точечной застройки, она очень актуальна для современного города. Понятно. Ну, в общем-то, у нас город зеленый, и я люблю... Таких мало городов. Уфа показалась мне зеленым городом, и Ижевск. В принципе, Казань, Новосибирск зеленым городом не назову, и, может быть, Ярославль. И да, это сильно повлияет на восприятие города, и зеленые зоны начнут исчезать. Вот. Город у нас и так по экологии не самый лучший, и зеленая застройка позволяет смягчить это все. Думаю, что эта проблема как-то решится, договорится, потому что я так полагаю, что часть этих деревьев, какая вот интересная часть космонавтов, неизвестно, кто изнесет. Какие конкретно и кто сажал, неизвестно, потому что никаких табличек здесь не сохранилось, да и вряд ли писали тогда, что именно данное дерево посажено Николаевым, Терешковой или кем-то Леоновым, Гречко, да, многие знаменитые космонавты здесь участвовали. Горбатко был такой космонавт, тоже приезжал в Ижевск, Сарафанов. Минимум 7 деревьев посажено космонавтами. Да больше на самом деле, да. Просто сейчас, в данный период, от этой традиции садить деревья космонавтами отошли. И тем не менее визиты космонавтов в Ижевск, они продолжаются. Просто приезжают сейчас на само предприятие, на мотозавод, на Аксион. И там
напротив предприятия есть аллея космонавтов. Еще одно такое место, связанное с космонавтикой. И там их портреты указаны, уже современных космонавтов. Там многие имеют звания, регалии различные. И вот там вверх, когда идут к индустриальному корпусу, административному, точнее, корпусу, собственно, их портреты указаны. А есть еще в Ижевске другое космическое место, это парк космонавтов. Опять же, тема космонавтики, да, это, конечно, 70-е годы, начало 70-х, тоже территория. И таких космических мест в Ижевске их немало. Здесь город у нас Ижевск космический. Ижевск космический город, да. Да, у нас электроника вся делается для космоса в основном. Да. Ну, в общем-то, что могу сказать? Хорошая была традиция в Советском Союзе озеленять города первыми лицами. Видимо, поэтому у нас город такой зеленый. Вот. В 70-е годы жаль, что от этой традиции отказываются. А еще до революции была такая традиция, был такой праздник древонасаждений. Прекрасный праздник, он вошел в обиход в начале 20 века, но продержался не так долго. Когда жители городов, сел, населенных пунктов садили деревья, и вот в Ижевске такая аллея небольшая сохранилась на плотине. Эти тополя, которые растут напротив главного корпуса оружейного завода, их высаживали учащиеся Ижевской оружейной школы. Им больше 100 лет, этим деревьям. Тоже это уже памятник истории, просто не только зеленый пояс Ижевска, но это еще и исторические деревья. Я никогда не думал, что это место может быть достопримечательностью нашего города. Вот. Никогда, кстати, здесь не гулял. Расскажи нам, пожалуйста, чем это место интересно, чем знаменито и привлекательно. Это место уникально тем, что это одна из древнейших локаций, населенных людьми на территории города. Здесь почти 2000 лет назад уже жили люди. То есть надо сказать, что до основания Ижевского завода люди жили на территории города. И к тому моменту, когда завод начали строить, здесь была деревня. На этом склоне, в этом месте. И рядом с нами протекает речка, которая называется Подборенка. Подборная называлась она в старину, а удмуртское ее название было Ягул. Як-ул, под лесом, под бором переводится этот топоним. И когда начали строить Ижевский железоделательный завод, сюда пришли строители, жители деревни постепенно вытесняют с этих мест, и они переселяются на новое место. И сейчас недалеко от Ижевска есть село с одноименным названием Ягул. Собственно, основали его выходцы с этой местности. Ягул-Шудья полная, или Ягул-Чудья называлась эта деревня. Так вот, еще в древности здесь тоже обитали люди, и археологи в 50-е и 70-е годы здесь проводили археологические раскопки. Рядом с нами находится Ижевский могильник, памятник археологии 3-5 веков нашей эры. Это эпоха раннего Средневековья. И, в частности, в конце 50-х годов, когда начались раскопки, здесь обнаружили несколько монет Римской империи, римских монет. Александр Север, римский император. Собственно, с его портретом здесь обнаружили вот такие находки. И удалось датировать точную как они сюда точную дошли? хронологию. Кто их сюда шел? Кто шел с римским? Шла торговля. То есть это не прямой обмен, а посредством, через посредников, собственно, монеты римские дошли до сюда. Причем, судя по всему, местные жители уже тогда начали использовать их как украшения. То есть это было тоже эквивалент валюты, но в первую очередь для элементов украшения, элементов костюма. Но это то, что сохранилось здесь, на данном месте. Ну, могильник, надо пояснить, это древнее кладбище. Вот что это такое. Место называется в Ижевске Вшивая горка или Швивая, некоторые краеведы у нас так называют. Вшивая горка по одной из версий, потому что маленькая, небольшая, самая маленькая гора в Ижевске. Ижевск находится на нескольких холмах, и самым небольшим была именно вот эта гора. Но она поменяла свой облик, рельеф, поскольку в советское время ее частично срезали, частично ее насыпали. То есть и она стала как бы такой ровной площадкой. Делалось это для того, чтобы построить здесь дворец пионеров, огромное монументальное здание, одно из самых ярких архитектурных проектов в стиле советского модернизма 70-х, 80-х годов. И жилые дома, которые здесь находились на Вшивой горке, их снесли. То, собственно, с этой территории построили вот это огромное здание. И рядом на прилегающей территории здесь высадили деревья. Сформировался такой парк, дендрологический парк, на основе которого дети изучали природу и растительность данной местности. Ну и плюс здесь были фонтаны, скульптуры. В начале 90-х годов здесь проходил всемирный симпозиум «Ижевская коллекция». И после него здесь осталось несколько скульптурных работ, композиций.
И некоторые из них до сих пор можно увидеть в сквере. То есть здесь была застройка, и потом засадили, как бы, не то чтобы реликтами, но определенными деревьями, и этот парк, в общем-то... Садово-парковыми деревьями, да, назовем так. То есть тут есть и рябина, которая характерна для нашей местности. Более того, рябина изображена на гербе города Ижевска. Есть вот такие более экзотические для нашей местности растения, например, маньчжурский орех. Он очень хорошо выдерживает морозы наши. И, в общем-то, он прижился, адаптировался. Сейчас его активно используют, и в советское время активно использовали как садово-парковое дерево. Маньчжурский орех, он еще и плодоносит. Очень необычное дерево, ну, по крайней мере, для нашей местности. А не дает пух, как тополя. Да, да. Но вообще про застройку, да, здесь было несколько улиц, проходили. В частности, здесь шла улица Родниковая, она шла с юга на север. С севера на юг, смотря как двигаться. Неподалеку, чуть ниже, была Безымянная улица. Она шла от набережной пруда и фактически упиралась в лог, во враг, который отделял эту вшивую горку от остальной нагорной части Ижевска. То есть там был овраг. Со временем этот овраг засыпали, сравняли его, но тем не менее место до сих пор называется Безымянная. Безымянная улица по названию ее. И там сохранился всего один дом с одним адресом. Это дом Пастухова. В советское время там располагался музей известного революционера Ивана Дмитриевича Пастухова, который рассказывал, музей имеется в виду, о семье и быте рабочего. Вот, ну, из таких знаковых мест прямо здесь, на берегу Ижевского пруда, находится. Дом сохранился? Сгорел, дом сгорел, да, его поджигали несколько раз, и сейчас он в обугленном состоянии, несмотря на статус памятника истории архитектуры. Понятно, очень жаль. Ладно, спасибо большое. Это место одно из древнейших на территории Ижевска. Прямо под нами, вокруг нас, находится археологический памятник 3-5 веков нашей эры, Ижевский могильник. Собственно, здесь были похоронены первые прото-ижевцы, праижевцы, так можно сказать, которые обитали здесь 1700 лет назад, проживали на этой территории. Где находилось поселение, где, собственно, они жили, пока не установлено. Предполагают, что либо на месте монумента дружбы народов, либо неподалеку отсюда была деревня, селище называются такие места. А здесь памятник-могильник, то есть это древнее кладбище. Тип захоронения здесь был головой к реке. Ближайшая река это была Подборенка. Подборенка впадала в Ижевский пруд сейчас, точнее в реку Иж впадала, а сейчас в Ижевский пруд впадает. И, соответственно, направление вот примерно туда. Это юго-запад получается, вот так вот. Ну и, соответственно, был похоронный обряд, то есть людей хоронили с инвентарем, который отправляли в загробный мир. Люди, которые здесь проживали, относились к финно-угорской группе однозначно, но кем точно они были? Либо предками, прямыми предками удмуртов или косвенными, но однозначно с удмуртами они были связаны. Называется этот период в археологии мазунинская археологическая культура. На территории Прикамья и Удмуртии в том числе таких памятников сотни. Некоторые из них до сих пор еще не открыты, ждут дальнейших, так сказать, исследований. Это могильники, это селища, это городища. Вот три основных типа памятников, которые распространены для данного периода. Есть подобные памятники и за пределами Удмуртской республики, поскольку финно-угорское население населяло когда-то все предуралье и Урал в тот период. Так что это один из небольших памятников по масштабам Прикамья, но для Ижевска это значимый памятник, в котором находится несколько десятков захоронений. Кстати, раскопки здесь проходили дважды. В конце 50-х годов археолог Генинг руководил раскопками, и в 70-е годы Таисия Ивановна Останина проводили спасательные раскопки перед возведением Дворца пионеров. То есть в 70-е имеется в виду. Классно. Вот такая история, то есть часть останков извлекли, часть находок обнаружили, и часть до сих пор лежат здесь, прямо под нами. Если так датировать поселением, то это сколько? 1700 лет, потому что установлена монета, найдена монета, точнее, 4 века нашей эры, это римская монета, я о ней уже упомянул, Александр Север, император, в то время правил один из последних императоров Римской империи, собственно, с этой монетой датируют точную дату. То есть, по факту можно сказать, что поселению Ижевск более 1500 лет. Но это с натяжкой, конечно, потому что как регулярное поселение все-таки принято вести отчет от завода, от железоделательного завода, 1760 год. Понятно. Так что тут разделяют века, конечно, но если брать от этой точки первые следы проживания человека, то да,
третий Ну да, век. возможно, это были кочевые народы, да, не постоянные. Ну, все-таки считается, они земледельцы были. Ага, ну, Может то есть- быть, и вели полукочевой образ жизни, но все-таки основной доход, так сказать, приносила охота, земледелие, рыбалка. Ну, по Краеведческому музею, судя, какие здесь находятся кольчуги и мечи в хорошем состоянии, бронзовые, которые датируются тоже 1500-2000 лет, то здесь вполне себе активно шла жизнь, торговля, и, судя по всему, люди жили здесь постоянно. Товарообмен шел, да, и, собственно, римские монеты это ведь не случайно здесь. Да. Кроме того, находят еще раковины с Индийского океана, значит, масштабы были вот в том направлении еще шла торговля, а кольчуги и оружие, боевое оружие имеется в виду, это не случайно, поскольку в этот период по всей Евразии проходит волна великого переселения народов. А это огромные миграционные процессы, которые коснулись всех народов, проживающих в то время в Евразии. И тюркские или прототюркские народы, да, и гунны, которые, собственно, двинулись, и они затронули в том числе финно-угорское население Прикамья и вообще Поволжье, если в широком смысле брать. Так что здесь однозначно какие-то, ну не здесь конкретно, а на территории Прикамья, стычки и столкновения могли происходить, потому что оружие находят. Ну, я культурный слой смотрю, там индийский, то есть я когда снимал в 2 предыдущих фильмах, упомянул, что у нас знаки соляров и много других знаков, руны, они коррелируют с ведическими, с индусскими культурами, здесь проникновение культур чувствуется. И чувствуется, что здесь и климат немножко другой был 2000 лет назад. Здесь было заметно теплее. Климат был мягче, это так, да, в принципе, установлено тоже. Но влияние индийское не прямое, а посредственное. Здесь в данном случае скорее иранское влияние. Индоиранские народы, если в совокупности широко брать, они оказывали влияние, и, собственно, через иранцев, судя по всему, и шел культурный обмен финно-угорского. Здесь их торговые карманы проходили, судя по всему. Ну, можно не так великий сказать. шелковый путь, но какой-то альтернативный. Да, был. да. По Каме, собственно, Камский торговый путь в древности один из крупнейших торговых путей в Европе, по крайней мере, Ну, восточной. да, не являясь Кама, в принципе, идет далеко, впадает во много рек, и да, по ней могла быть. И морей. Да, Если и- Каспийское море брать, все-таки Волга же Тогда впадает не в Каму. удивляюсь, что да, здесь торговые пути вполне шли. Было Да. теплее, и, по-моему, по реке можно было водить, да, караван. Да, причем расселялись же раньше люди как? Вдоль рек раньше расселение шло, миграционные потоки и транспортные пути. И если основной рекой у нас была Кама, транспортной магистралью, то, и это в древности касательно, например, Ананинской или Пьяноборской археологических культур, это предшествующие мазунинской культуре, то в начале нашей эры расселение шло уже по берегам средних и даже малых рек. Вот, например, здесь река Иш, она относится к средним рекам. А еще на территории Ижевска есть 2 археологических памятника, даже 3. Это 2 городища и селища. Они находятся на Карлутке. Вот Карлутка, она относится уже к малым рекам. То есть так глубоко люди уже расселились. Настолько глубоко это говорит, во-первых, о демографическом подъеме. То есть население, количество людей увеличилось. А во-вторых, скорее всего, про опасность какую-то. И вот эти вот столкновения, стычки периодически. Не только татаро-монголы шли, здесь и хазары шли, и вагулы тоже лютовали. Ну, это еще задолго до татаро-монголов, на 1000 лет примерно имеется в виду. Тогда это могли быть вагулы какие-нибудь, да, или северные народы. Вагулы вполне возможно, да, предки Манси, Самояды. да, но это немножко дальше, это чуть северо-восточнее. Здесь, скорее всего, именно вот иранское какое-то было влияние. Ну тогда Может- да, восточные. Может быть, какие-то сибирские народы, волны. Дело в том, что идентифицировать с современными этносами очень тяжело, потому что часто это были не народы, а племена. Тогда еще тип мышления был совершенно иной. Человек мыслил себя, скорее принадлежал к семье, роду и племени, нежели к какому-то этносу. Это сейчас проще сказать: я удмурт или я татарин, и отнести себя к какому-то народу. А в то время, в древности, не было такого понятия, как этничность. Мы находимся на макете, вот царь пушки. Вот, это, значит, полнодействующий макет. Она способна стрелять ядрами, вот, на 100 метров. Вот, точно такая же стоит в Кремле. Ну, в общем, вы все поняли. Вот. Вот этот мужик заряжающий. И вон там вдалеке тоже какая-то вот штука стоит. Тоже на что-то похоже. Ну что, господа, для тех, кто из вас был в Кремле, в Москве, не на Красной площади, прямо в самом музее, вы должны узнать этот объект, царь-пушку. Вот. Максим сейчас про нее и расскажет. Да, я бы рассказал не только про царь-пушку, а про само место, где мы находимся. Это Долгий мост. Это главное
транспортная магистраль Старого Ижевска. Она соединяет Нагорную и заречную части города. Вообще традиционно все города-заводы делились на две половины таких крупных территориальных образования. Это высокая, более возвышенная часть над рекой, это гора, и заречная часть. И вот здесь в данном случае в Ижевском заводе Зарека, где располагался завод непосредственно. Здесь были когда-то дома, да, и даже у Долгого моста жили люди. А уже 180 лет назад здесь построили покрытие над рекой Иш, главная водная артерия города. И, собственно, люди, рабочие, ходили со смены и, наоборот, на завод, двигались по этому мосту. Ну, в советское время мост этот реконструировали. Здесь сделали несколько памятников, арт-объектов, даже уже постсоветский период, 2000-е годы, в 90-е годы. И один из знаковых объектов — это мемориал «Вечный огонь», который зажгли 4 мая 1967 года погибшим в Великой Отечественной войне рабочим заводом Ижсталь. И, собственно, завод Ижсталь — это градообразующее предприятие, которое является детищем и наследником первого завода Ижевска, Ижевского железоделательного завода. На заводе выпускают сотни сортов стали разного профиля для разного назначения. На протяжении своей истории начинался завод вообще с производства якорей, то есть это был крупнейший в России якорный завод для военно-морского флота Российской империи, для гражданского флота тоже делали якоря до начала 19 века. Вот. Ну а в наши дни, помимо прочего, завод делает еще и скульптуры. Есть цех скульптурного литья, где производят разные такие арт-объекты, фигуры. И один из них — это царь-пушка. В 2001 году наши металлурги изготовили эту скульптуру. Она является точной копией московской царь-пушки. Но есть небольшое исключение, на 3 сантиметра меньше оригинала. Казалось бы, мелочь, но такое было условие со стороны Юрия Лужкова. Она сделана из нескольких частей, состоит из нескольких частей. Во-первых, это ствол, верхняя часть пушки. Во-вторых, это лафет, на которой лежит ствол. И в-третьих, это ось с колесами, то есть, собственно, благодаря которой пушка должна была перемещаться. Вообще, надо сказать, что та пушка, которая в Москве, она ни разу не стреляла. Ну, есть легенда, что якобы в 1612 году она выстрелила однажды прахом Лжедмитрия II, и, в общем-то, после этого не стреляла. Ну, такая байка существует. А наша пушка тоже не стреляла, но ее заряжают. Все время заряжают. Догадайся, чем? Как думаешь, что туда заправляют в пушку? Ну, какой-нибудь фейерверк, конфетти или... Монеты. Туда заправляют монеты. То есть это пушка денежная. И есть такая традиция у гостей города Ижевска, приехав в Ижевск, посетить царь-пушку и покормить ее монетами, деньгами, для того, чтобы был денежный поток, изобилие. Ну, то есть это такая вот, скажем так, место не поклонения, приношения определенное. И вот там у пушки внизу голова льва изображена на лафете как раз. Лев символизировал в 17 веке оружейную палату Московского Кремля. То есть это такой хранитель богатства, в том числе хранитель оружия, и он изображался на царских штампах, печатях. Ну, царь, лев, да, это вот ассоциировалось животное такое. Этот образ пришел из Византии. И там открыта пасть у него, у этого льва, и наши гости, туристы города Ижевска приходят и кормят этого льва монетками тоже. Ему оставляют туда, периодически там можно встретить конфетки, пряники, баранки, иногда ему палочки какие-то кладут, а еще он принимает карточки, только не забывайте пароль указывать. Вес пушки 38 тонн, вес каждого ядра, здесь 4 ядра лежат напротив, около тонны. То есть это приличная пушка. Ну и, как я уже сказал, пушка это ни разу, и там в Москве, которая и наша, ни разу не стреляла, и стрелять она просто не может по техническим параметрам, по своим особенностям. Её разорвёт, думаю, да. Естественно, да, ее разорвет, если ее зарядить. А вообще надо сказать, что ядра редко использовали для таких пушек, чаще использовали картечь. Это было более выгодно, рентабельно использовать в средние века касательно того периода. Ядра, конечно же, были и чугунные ядра, и каменные ядра. Но... Для пробития крепостей стен, а для пехоты, чтобы усеивать дальше. Совершенно верно. Выйти наружу. Ну, Наполеон, да. чем он прославился, он король артиллерии был. Да, именно. Кстати, наш граф Шувалов, основатель Ижевского железоделательного завода, Петр Иванович Шувалов, он тоже был изобретателем пушек. И он внедрял их в российскую армию во времена Елизаветы Петровны, императрицы, и тоже был одним из создателей пушки единорога. Вот, так что с Шуваловым здесь такая вот ниточка прослеживается, связанная вот с этой пушкой. Кстати, у нашей пушки есть еще брат-близнец на территории завода.
Это пушка в натуральную величину, то есть точно такая же. Это была рабочая модель при создании чугунной пушки. Та пушка из дерева, то есть она полностью деревянная, включая сам ствол. И чтобы ее увидеть, надо устроиться на завод. Вот такой лайфхак. Это, получается, была центральная проходная всегда или нет? Сейчас это не центральная, центральная со стороны Азина. До 70-х годов это была центральная проходная. И вход центральный был все-таки подарка где-то часы или все-таки здесь? Там была на Ижмаш, а здесь на Ижсталь. Ага. Это два разных предприятия. А во времена Шувалова? Во времена Шувалова вообще только там был, да, ну часов-то не было там, там только, как сказать, ворота какие-то были, да, где заходили рабочие. И до 20 века была центральная проходная, там после 20 века... С середины 20 века она перемещается вообще туда, на улицу Азина, и называется Азинские ворота. Со стороны улицы Азина, Новоожимова, огромный корпус такой, инженерный корпус, там же администрация завода располагается, сейчас там центральная проходная. А здесь она как бы второстепенное значение имеет, но тем не менее здесь тоже заходит. Более того, есть еще проходная с запада у завода, с другой стороны. И через те ворота, где угольные ворота завода Ижмаш, там где ордена раньше висели на входе, там тоже заходили рабочие завода Ижсталь. Причем с одной стороны ижмашевцы, то есть машиностроители, оружейники заходили, а с другой стороны вот тут же соседняя, как сказать, даже не ворота, а вертушка на проходной, проходили металлурги. Вот. А вообще-то когда-то эти заводы были единым предприятием. До 1938 года, то есть до предвоенного периода, это был единый такой завод, назывался он Ижсталь-завод. И он включал в себя и оружейное, и станкостроительное производство, и металлургическое предприятие. Это был все единый такой организм. А потом их разделили на два самостоятельных. Ижсталь стал металлургическим заводом отдельно, сейчас он в составе концерна Мечел, а Ижмаш отдельным предприятием. Понятно, уже к началу 20 века уже здесь делали запчасти для паровозов и полноценные пароходы. Это в Воткинске. Это в Воткинске, да. В Ижевске занимались производством оружия, делали станки, делали инструменты и сталь отливали, причем разных сортов. Но в первую очередь это оружейная сталь была. Это был главный, наряду с Тулой, оружейный завод Российской империи. Ну да, понимаю. Вот. А Ижсталь, он потом, когда выделился от оружейного завода, отделился, он стал работать и на индустрию, и на технику, и на авиацию, на разные отрасли хозяйства, и на строительство. Для двигателей здесь тоже делают? Делали, да. Ну, это, наверное, Второй мировой войны для поршневых двигателей. Да, в годы Великой Отечественной, даже еще в 30-е годы делали. Вот знаменитый летчик Валерий Чкалов, например, летал на самолете с запчастями, отлитыми на заводе Ижсталь. Ну, это на пермских моторах видел, это двигатели в музее пермских моторов, двигатели Второй мировой войны. Ну, классно, что и здесь сделали, потому что это сложное производство. Да, да. Ну, по объемам продукции Ижсталь когда-то был одним из крупнейших передовых предприятий в Советском Союзе. Это был прям гигант промышленный. Ну, сейчас он не маленький, ну да. Сейчас не маленький, да. Итак, господа, мы с вами находимся на Хуторском мосту. Позади нас располагается зона отдыха Бобровая долина. Вот она чем-то интересна. Сейчас вот Максим расскажет нам, чем она примечательна, чем примечательно это место. Вообще место живописное. И речка, и мост, он малоизвестен, но здесь очень красиво. Река Иж, напомню, главная река города, водная артерия. И ее пересекает несколько мостов, даже десятков мостов в разных местах на территории города. Этот мост один из старейших. Ну, раньше, конечно, было другое покрытие дорожное здесь, но на протяжении сотен лет, опять же, здесь люди всегда ходили. Почему Хуторской такое его название? Потому что рядом был район за рекой, Заречные хутора, так он назывался, и до сих пор остался небольшой переулок Хуторской, так называется. Вот, а по соседству с бывшими заречными хуторами на левом берегу реки Иж открыли этнокомплекс «Бобровая долина». Это ресторанно-гостиничный комплекс, там сосредоточено несколько заведений, это бани, это гостиница, это ресторан, собственно, это места отдыха, куда приезжают гости города, и сами жители Ижевска приходят сюда, отдыхают. Место интересно чем? Во-первых, своей архитектурой. Проектировал здание Сергей Александрович Макаров, знаменитый современный зодчий Ижевска, который спроектировал десятки знаковых объектов, не только в Ижевске, вообще в Удмуртии. И в том числе это было его последнее детище, последний его проект в его жизни.
и один из любимых проектов. По его задумке здесь хотели поставить водобойные колеса, те, которые стояли когда-то на реке Иш в 18-19 веке, элементы старинных зданий, мостики, деревянные лесенки, спуски к реке, выход к набережной. Собственно, вся эта территория, такая дикая природа в центре города, она должна была быть интегрирована в городскую черту. Ну и таким связующим звеном к этому стала вот как раз Бобровая долина. Собственно, здание полностью выполнено из дерева от начала и до конца. И представляет такой современный этнофутуристический комплекс. То есть это не подлинная удмуртская усадьба, но это стилизованное под удмуртскую обстановку здание. И в интерьерах тоже очень необычно. Там представлены этнографические элементы, там предметы различные и так далее. В общем, место удивительное, находится в самом центре Ижевска. Очень тихое, уютное и зеленое. Отлично. Спасибо большое. Обратите внимание, мы снимаем в течение всего дня, и нас голуби слушают. Наши зрители постоянно уже раз. Андрей, может вот снять у него, переведи видео на голубя. Они нас уже преследуют. Они в течение всей пить, наверное, хотят. Хотя тут речка рядом, в принципе, он бы оттуда попил. Они подсаживаются вот так вот. Да, ты говоришь, а они подсаживаются, они еще были у здания этого. Вот. Даже голуби интересуются. Это магия камеры вообще. Есть такой момент, когда, ну вот оператор, наверное, лучше это знает, когда включается камера и что-то волшебное происходит, начинается на нее происходить. Мы вчера смотрели фильм «Ашьёс», удмуртский фильм, да, современный, и там происходит такой момент, когда герои говорят про кота, про котенка, и на заднем плане в этот момент бегает кошка. Ее никто специально не выпускал. Вот. А мы вчера в авторазбор попали. Мы снимаем, а сзади начинаются авторазборки с бибиканьем, выяснением отношений. Мы находимся в самом центре города. Для меня это центр города. Центральная площадь, Дом правительства. Это самая красивая улица в городе Ижевске. Улица Пушкинская. И думаю, нам всем будет интересно послушать историю этой улицы. Здесь наверняка жили интересные люди. Здесь самые красивые дома, Сталинский ампир. Расскажи, пожалуйста, нам о ней. Здесь Пушкинская улица, да, во-первых, это главная ось Ижевска, главная улица города по статусу. Главное, она стала в 50-е, 60-е годы, когда шла реконструкция города, активно Ижевск рос, вширь и вверх застраивался. Если раньше центр города считался вокруг завода и формировался, по сути, вокруг плотины и прилегающие улицы вокруг заводской площади, то в 60-е центр Ижевска смещается сюда, немножко северо-восточнее, и как раз в этот период здесь проектирует ансамбль центральной площади. В общем-то, площадь состоит из серии таких небольших скверов, площадок своего рода, и спускаясь от возвышенности, где находится Дом правительства вот за нашей спиной, и к набережной пруда образуется такой бульвар пешеходный, который называется Эспланада. И здесь Эспланада переходит в, собственно, саму Пушкинскую улицу. А улица, как и все улицы в Старом Ижевске, идет с севера на юг, ну или с юга на север, смотря откуда двигаться. Раньше она называлась 8-я улица, была такой второстепенной улицей в Ижевске и застроена деревянными домами. Ну, в 50-е, когда в моду входит неоклассицизм и барокко, элементы барокко, классицизма возвращаются в советскую архитектуру, даже послевоенный период, да, весь 40-е, 50-е годы, улицу от будущей центральной площади, где мы сейчас находимся, и чуть ниже до Ленина строят в этом стиле. Советский неоклассицизм. Иногда его называют сталинский ампир, но научно это не совсем корректный термин. То есть правильнее неоклассицизм его назвать. И вот здесь спускается сверху вниз вот эта улица, ансамбль застройки. И чем он уникален, то что улица идет ступеньками, и на горизонте видно просторы города. Далеко не в каждом большом городе видна линия горизонта в самом центре Ижевска. Если встать посреди центральной площади, то можно на север увидеть город, на юг увидеть и на запад увидеть. За пруд туда дальше линия горизонта открывается, и она такая ровная. Да, то есть пока застройка не закрывает этот вид. И в этом уникальность Ижевска во многом. А если подняться на высокое здание, то можно еще и на восток увидеть город. Так что во все стороны центральная площадь и вот это место, оно открывает просторы города. Почему так? Потому что архитекторы задумали не случайно. Во-первых, здесь крутой подъем, то есть задумывали именно рельеф применить, использовать. И пересечение, ну скажем так, точек, пешеходной зоны и транспортной, где они, собственно, сталкиваются
в районе Дома правительства. То есть это такая гора, по большому счету. В старину она называлась Красная Горка. Вот, так что Пушкинская улица, кстати, название ее в честь Александра Сергеевича Пушкина, но многие жители города уперто считают, что называется она в честь того, что по ней возили пушки. Проверяли их на прочность, из здания арсенала якобы выкатывали их на улицу и спускались сверху вниз, будто бы проверяя их на прочность. Есть такая городская легенда, и любой таксист вам о ней расскажет. На самом же деле все-таки улицу назвали в честь Александра Сергеевича Пушкина в 1931 году, а в 1937 вся улица полностью с юга на север получила нынешнее свое название. Ну, в том году отмечали столетие со дня смерти Александра Сергеевича, великого поэта. Вот так наша улица, главная улица города, стала носить имя Пушкина. Я, кстати, много раз путешествовал по Беларуси, и когда мы со знакомой поднимались по Минску, вот так же по ландшафту, Да. и у нас было ощущение такое: мы в Ижевске, она говорит: да, в Ижевске. А у тебя нет, говорит, ощущения, что мы сейчас поднимемся, и будет слева площадь, справа дворец президента, мы поднимаемся, справа площадь, слева дворец президента. Да. Вот, и Могилев, кстати, очень похож тоже на Ижевск. Вот. Кстати говоря, архитектор, главный архитектор улицы Пушкинской, он был из Белоруссии, Василий Степанович Масевич его звали, вот того ансамбля застройки, который с севера на юг спускается, и он был из Белоруссии, и в его родном городе, Брест, там тоже главная улица города называлась Пушкинская, в старом городе. Я не удивлюсь, если она очень-очень прямо похожа на нашу Пушкинскую. Вполне возможно. И Варшава, говорят, очень похожа в этом смысле. Столица Польши тоже очень похожа на ансамбль застройки Пушкинской. Там тоже такой советский неоклассицизм сохранился и очень напоминает нашу улицу. Я не помню, какая улица в Минске. То ли улица Дружбы, то ли улица Мира. Вообще один в один, когда поднимаешься со стороны стадиона «Динамо», 100% ощущение, что ты в Ижевске. Ну и в 50-е, 60-е, когда архитекторы проектировали дома, они закладывали общественные здания. Больницы, школы, магазины, знаковые культовые объекты. То есть все, которые знали жители Ижевска, они находились именно здесь. И у каждого магазина там были какие-то народные топонимы, например, Марисовский гастроном. Кстати, площадь в 70-е годы называли Марисовское поле в честь первого секретаря обкома Валерия Константиновича Марисова, который работал как раз с видом на площадь. Вот такие, ну как сказать, местные топонимы, локальные названия, они очень популярны были в народе. Сейчас город преобразуется, мне очень нравится, как сделали центральную площадь нашу, вот она в таком модерн, даже не знаю, как ее применить слово. Я бы сказал лофт, ну, такой стиль. Да, но очень хорошо сделали, и как только вот город преобразуется, сразу он становится пешеходной зоной и центром собрания горожан. И это хорошо, и побольше вот таких центров. Согласен, центральная площадь стала качественным примером того, как когда меняют пространство, когда его реконструируют, общественные территории, оно сразу же точкой притяжения для всех жителей города. От мала до велика становится. И если в старом городе мы людей очень мало встретим, то здесь огромное скопление народу, вот в новом центре города. Ну, моя мечта, что появились такие центры. То есть я во многих был городках Золотого кольца, да и в Европе. Очень приятно, когда есть какие-то улочки, арт. Ну, даже вот взять пример Патриарших прудов, реконструкции. Хотя, если честно, неудачно, мне нравились Патриаршие пруды как в старом стиле, когда они были закрытой зоной. Но в целом идет реконструкция, и тут же становится точкой притяжения людей. И вот у нас есть вокруг много улочек, которые можно было реконструировать и сделать из них пешеходные зоны для туризма, для горожан. То есть город имеет большой потенциал для превращаться из урбанистического промышленного города в вполне себе приятный туристический центр. Ну да, такой, не то что туристический, пусть даже не 100% туристический, как там Ярославль или Владимир, города Золотого кольца. Но в целом город-то приятный, то есть я его люблю, и мне улочки не кажутся скучными после 10 лет в Москве. Мне говорят: не скучно ли тебе гулять по Ижевску? Я говорю: нет, абсолютно не скучно. Здесь есть красивые парки Кирова, Горького и Пушкинская, они заменяют такую вот великолепие Москвы. Вполне мне здесь хорошо. Ну да, здесь много таких уютных зон, и потенциал у центра города большой. И вообще надо отметить, что крупные города, такие как Ижевск, все-таки сохранять малоэтажную застройку. И вот эти коттеджи, которые здесь в центре города были, они формировали во многом лицо города. Сейчас есть уникальная возможность последние дома коттеджа еще уловить. Старого города, там частную индивидуальную застройку. Но все-таки город растет вверх сейчас преимущественно, это надо отметить. Строятся многоэтажные дома, и центр города, он вот зарастает
обрастает буквально многоэтажной застройкой. Это не самым лучшим образом действует на облик города, потому что перенасыщение транспортом, людскими потоками, а роль архитектора в данном случае направить и во многом сохранить облик города, и в центре все-таки нужна историческая застройка. Ну вот как ты говорил, по примеру Уфы. Можно пойти примером Уфы, где фасадные здания сохраняются в первозданном виде. Это и исторические купеческие дома, и с времен сталинской эпохи, а застройка уже идет за ними. И тогда мы сохраняем облик города и при этом используем эффективно там площадь. Да, но есть сложившиеся ансамбли исторические, которые веками, десятилетиями складывались. Ну вот, например, Пушкинская, та же самая улица. Облик ее уже сформировался, и менять в данном направлении, по крайней мере, ее не стоит, потому что это уже сложившееся. Остается только реставрировать дома, вот фасады зданий. Согласен, центр Казани, центр Уфы поэтому не трогают, потому что историческая часть, она всегда привлекательна. Почему-то нас тянет вот к этим старинным домам, нам приятнее находиться в той архитектурном ансамбле, чем в современном. Поэтому люди и тянутся в центр. И да, будет замечательно, если это просто не уничтожат, а трансформируют и доработают, дотрансформируют. Тогда люди потянутся сюда. Ижевск, на мой взгляд, имеет хороший потенциал для роста. И тоже хочу сказать про себя немножечко, про свой вклад в культурное наследие города Ижевска. Играю не только в театре. В далеком 2009 году я занимался фотографией и дизайном, делал фотографии для рекламы, даже висели на билбордах. Как я люблю Ижевск, я люблю гладить по крышам. И вот находил открытые места, чердаки, и я тут делал красивые фотографии, сказал, хорошо, Ижевск. Меня заметили, моя давняя знакомая Яна предложила участвовать в арт-проекте, это кинотеатр. Мы находимся внутри. Она сказала, что для красивых фотографий они подойдут в наш концепт России. Я немного путешествовал, здесь много фотографий со всех мест России, и предложила помочь дизайном, чем я отлично и занялся. Моим условием, моей оплаты была моя немножечко популяризация и благодарность за труд и вклад в этот проект. Мы повели его Микович задним фонарным столбом. Вот. Да, наслаждайтесь, смотрите, очень приятно, что прошло уже 16 лет, а еще ничего не поменялось. Я думаю, что архитектурой уже все закроют, декорации, рекламу уберут. Но вот хочу немножечко увековечить. То есть да, я люблю творчество, и оно даже мне откликается и дает некоторую. Приходите, когда Россия. Да, для меня здесь культовое место. Именно здесь я начинал не то чтобы свою карьеру. Сюда я переехал. Я жил в доме напротив, на Коммунаров 355. Вот, здесь находилась администрация. Здесь я частенько гулял, проводил время с друзьями. И мне хотелось бы, чтобы здесь про это место что-нибудь Тимур рассказал. Мы находимся сейчас на площади, которая называется Майская площадь. Это одна из самых больших площадей города. И это центр города, новый центр Ижевска, третий центр города, как можно его обозначить. Он сформировался в 70-х годах 20 века. Раньше здесь был частный сектор, как и по всему Ижевску стояли деревянные дома, тихие уютные улочки с зелеными дворами, с тихими такими усадьбами. И в 1976 году здесь возводят огромное здание администрации города. В то время горисполком назывался орган власти. Здесь же был горсовет, это законодательный орган власти, скажем так, и горком партии, то есть партийные органы, располагались все под одной крышей. Огромное в свое время здание возвели здесь, и оно возвышалось над всем этим кварталом. Сейчас оно несколько потерялось на общем фоне, поскольку этот район активно растет, развивается, появляются многоэтажные дома с противоположной стороны Пушкинской улицы. Ну а эта территория, на которой мы находимся сейчас, Зеленый сквер, называется Открытый сад. Это уникальный пример того, как можно жителям города, бизнесу и власти совместно создавать пространство. И вот это в данном месте один из ярких примеров подобной практики. Здесь находится один из лучших книжных магазинов в России, на мой взгляд. Кузибай, книжная лавка Кузибай, где продают уникальные книги. Здесь проводят время с семьями, организуют мероприятия, дни города, дни молодежи проходят здесь. И место в последние годы стало очень популярным среди горожан. И гости города тоже сюда приезжают, возят сюда экскурсии, поэтому Открытый сад и площадь вокруг администрации одно из самых необычных, насыщенных мест уже современного Ижевска. Да, так что вот. Ну да, выглядит вполне современно, и да, здесь иногда прогуливаешься и думаешь, я в какой-то маленькой Европе.
Вот, и это классно. Ну, тут рядом еще есть памятник Шувалову из таких знаковых объектов, и поэтому тут преемственность такая от основания Ижевска и к современному городу, такая вот ниточка прослеживается. И это место, площадь вокруг администрации города, Майская, напомню, площадь называется, это связующее звено между прошлым и будущим. Ну, очень заметно, когда я по Пушкинской прогулюсь вдоль Паруса, мне понравилось, что они сделали не только современные здания, но как-то украсили вокруг пространства. И когда по этим местам гуляешь, да, создается ощущение, что ты, в каком-то этом, Мюнхене, что ли. Вот, на Европу очень похоже, и видно, как Ижевск прям за 10 лет сильно изменился. Вот. И что-то мне в этом, нравится. Вот, не скажу, что плохо, и, в принципе, тут есть благодарность администрации, что как-то создают, как-то украшают. Вот, и... Тут надо сказать, что не столько заслуга администрации, сколько заслуга общественников. Очень долго за это место бились, лет 10 здесь шли обсуждения. Заслуга администрации только в том, что они не стали сопротивляться этому благоустройству и отдали эту территорию на суд людской, скажем так. Ну и плюс несколько девелоперов, застройщиков, подключились спонсоры в этом проекте, и так появился вот этот открытый сад. Часть деревьев здесь подрезали, старые деревья, но некоторые сохранились. Эти деревья, некоторые еще остались от деревянных домов, которые тут росли. И то есть, смотри, еще голубые ели, признак власти, символ власти. Да, совершенно верно. Ну, в данном случае здесь напротив здания Ростелеком, бывший дом связи, огромное монументальное здание, это советский модернизм. И вот здесь улица проходит, целый квартал занимает, называется Новая 8-я. А здесь преемственность Пушкинской. У Пушкинской какое было старое название, помнишь? 8-я улица. Я говорил там, когда мы на центральной площади были. 8-я улица, а здесь Новая 8-я. Вот оно как бы шаг из прошлого в будущее. Слушай, молодцы. Это название улицы еще в советское время появилось. Это тоже такое преемственность от прошлого. Видимо, решили сохранить что-то с прошлого, или кто-то понимал историю и читал архивы, и, видимо, решил как-то сохранить название. Да тут даже не в архивах, тогда еще в советское время помнили многие старые названия, и частые названия, топонимы, вот эти вот старые названия улиц, они были в ходу, в обороте, и по сути люди их использовали. Хотя уже вроде улицу переименовали, там назвали Пушкинской, а старожилы все равно по традиции годов до 70-х, 80-х называли 8-я улица. Не, но все равно я когда переехал сюда в 2002 году, сквера как такового не было, но уже намечались тенденции к росту. Уже там в 2005-2006 здесь все стало как-то облагораживаться, получше выглядеть. А сейчас, вообще любо-дорого посмотреть. Тут очень долго стоял забор, я тоже сюда приходил, гулял вокруг него с собакой, мы тут ходили по периметру этого забора, сюда было практически не пройти. И вот в самом центре города, то есть прямо под боком администрации, был тут городок бомжей какое-то время. Ну, бараки в центре были, где центральная площадь. Тут не бараки, тут именно городок бомжей, то есть стихийный такой этот, как сказать, городок, где вот эти вот навесы стояли, и люди здесь вот жили. Ну, в 90-х нулевых много чего было такого. Я говорю, город стал меняться после 2014 года, сильно заметно в лучшую сторону. И, в принципе, пока вектор правильный задан. Ну, это на нашей памяти. А если так окунемся в прошлое, то он и в 70-е годы менялся, причем тоже в лучшую сторону, когда монументальные модернистские здания появлялись. Многие из них шедевры архитектуры. Если взять 50-е годы тоже. Вот 50-е, если Пушкинскую убрать, да, там стадион еще. Динамо 100 Ампир. лет недавно уже отметил. Ну, не 190. Нет, сейчас 100 у них висит. Это общество Динамо, спортивное общество Динамо, 23-й год, да, в прошлом году отмечали. Вот, и в принципе уже там задавались. Ну там, я думаю, всегда было красиво, это как бы точка роста города. Ну, он несколько иначе выглядел, но, естественно, каждая эпоха, она имеет свои тенденции в изменении. Опять же, понятие хорошо и плохо, это мы оцениваем спустя исторический такой, сверху смотрим на это все. Прошлое. Находиться в этом пространстве или нет. Но я думаю, что здесь лет 20-30 в таком даже виде будет приятно находиться. И, в общем, да. Ну, будем надеяться, что это будет как можно дольше служить людям во благо обществу. Хотя бы эта территория. Наконец-то мы добрались до памятника основателю этого города. Думаю, стоит о нем рассказать отдельно, потому что мы только в упоминаниях в контексте города Ижевска, города Воткинска о нем говорили. А что за личность, я думаю, вам интересно будет послушать. Расскажи, что это был за человек, почему он сюда прибыл, и вот реально, в принципе, он здесь
прожил недолгую жизнь, я смотрю, всего лишь 52 года. Видимо, он реально вкладывался в дело Отечества, раз так быстро сгорел. Что это был за человек? Шувалов, надо сказать, в Ижевске и Воткинске не был ни разу. То есть это человек, являясь основателем этих заводов, городов-заводов, который здесь ни разу не бывал. При этом на его деньги, получается, были построены 2 предприятия. Сейчас бы назвали такого человека олигарх. Один из крупнейших, богатейших людей Российской империи середины 19 века, был современником Петра I, сделал свою политическую карьеру при императрице Елизавете Петровне, дочери Петра Великого, и добился высших государственных должностей, самых высших, государственный советник был и возглавлял несколько ведомств. При нем было проведено несколько реформ: финансовая, экономическая, военная реформа при императрице Елизавете Петровне. Ну и фактически главой России, то есть юридическим была императрица Елизавета Петровна, но фактически возглавлял он. И будучи одним из самых авторитетных и влиятельных людей в России, он решил стать еще и одним из самых богатых людей. И пошел на авантюру, вложил средства в развитие предприятий, заводов. В то время Российская империя в 18 веке закупала железо в Швеции и в Англии. Ну и поскольку здесь собственные железоделательные заводы, руда на Среднем Урале, он основал несколько заводов, Горо-Благодатские, а после этого еще и решил основать железоделательные заводы на реке Водка и на реке Иш. Собственно, сюда он отправил свое доверенное лицо Алексей Степанович Москвин, который заложил здесь плотину и запустил производство. Сам же Шувалов, как я уже сказал, здесь не был, и буквально через 2 года после основания плотины на Иже, основания завода, в 1762 году он умер. Через год завод, точнее в этот период завод отошел его сыну Андрею Петровичу. Однако тот не справился, в общем-то, заводы ему не сильно интересны были, поэтому на многие десятилетия это стали казенные заводы. Вот, то есть государственные. Но тем не менее о Шувалове здесь всегда помнили, всегда вспоминали и в Воткинском заводе, и в Ижевском заводе. Поэтому с ним, с его личностью наши города, заводы неотъемлемо связаны. Ну и как здесь гласит фрагмент из оды Михаила Васильевича Ломоносова: «С Елизаветой Бог и храбрость генералов, российская грудь твои орудия, Шувалов». Ну да, он оружейный. Он еще и оружейный барон, как бы сейчас сказали, изобретатель, конструировал пушки. То есть он и сам принимал участие в разработке их и испытаниях? Ну, в том числе, да, мечтал внедрять, усовершенствовать, модернизировать военную, так сказать, сферу. Ну и не случайно именно здесь, на Иже, на его, можно сказать, детище, построенное на его средства. А затем здесь появился оружейный завод, спустя уже несколько десятилетий после его смерти. То есть его можно назвать тоже оружейником? Ну, в каком-то смысле, да. Ну, Так что оружейник. Вот такая история. Ну что ж, мы находимся в для меня знаковом месте. После университета я поступил в аспирантуру в ЖГТУ. Вот. Здесь прошла моя молодость. Я здесь вложил в это место 8 лет своей жизни. Здесь я защитил диссертацию, преподавал. Здесь у меня было свое сообщество, с которым мы дружили, веселились, проводили классное время. Но вообще это тяжелый период для меня. Написание диссертации, после диссертации мне открыть бизнес, заниматься, там, не знаю, покорять Москву, это такая прогулка была. Диссертация — это такое испытание не для каждого. Молодежь вряд ли поймет, что это такое, насколько это сложно, но в целом это очень сложно. Вот. Но мы находимся в районе Металлург, мой любимый район в городе Ижевске, на территории Ижевского государственного технического университета. Думаю, интересно будет послушать, как это место появилось, как образовался университет. Почему название улицы студенческое носит? Ну, надо начать, во-первых, с городка Металлургов. Все-таки название его городок Металлургов. Кстати, исторически он назывался Калтама, от удмуртского слова «калтон». И было несколько подлесных улиц еще до революции. Улицы шли параллельно друг другу, начинаясь от пруда. И со временем, уже в советский период, количество подлесных росло. В итоге здесь сформировался район с улицами, которые называются подлесные. 11, 10, 9, 7, ну и так далее. Да, все по номерам шли параллельно друг другу, как сетка такая сложилась. И были переулки. Они шли от набережной, получается, с юга на север, в отличие от улиц.
И главной магистралью старой Колтымы, этого района, был Прудовый переулок. Сейчас это улица 30 лет Победы, и в городке Металлургов это одна из главных магистралей. Ну а в 50-е годы, в конце 50-х, когда городок Металлургов уже активно строился, здесь была одноэтажная, двухэтажная застройка, были дома разнородного типа, были блочного типа, кирпичные, деревянные строения. Здесь решили проредить просеку и сделать вдоль нее улицу. Причем, что уникально для Ижевска, если улицы идут по сетке, ровная планировка такая, кстати, как и в Воткинске, во многих городах-заводах такая планировка присутствует, то здесь улица по диагонали была проложена. И вот эта Студенческая улица, она отличается именно такой радиальной планировкой. И, получается, среди леса здесь начали возводить корпуса будущего университета, а в то время еще механического института. Ижевский механический институт появился в 1952 году, но его предтечей стал эвакуированный в Ижевск Бауманский институт из Москвы. По сути, преподаватели Бауманки, одного из главных технических вузов России, в прошлом Советского Союза, организовали здесь механический институт. Создали, и вот такая преемственность есть от МВТУ имени Баумана к Ижевскому техническому университету. Ну и со временем открывались разные корпуса. В центре города когда-то был корпус, здесь на Студенческой улице. Собственно, почему Студенческая? Потому что здесь один из главных вузов Удмуртии разместился, технический вуз, где готовили инженерные кадры. Связано это было в первую очередь с предприятиями, машиностроительной отрасли, металлургической отрасли, строительство, собственно, шло благодаря инженерам, выпускникам университета, а в прошлом еще института. Ну а со временем здесь в 80-е годы появился и другой вуз, это сельхозинститут. В наши дни Удмуртский государственный аграрный университет называется. И получается, это стала самая молодая улица в городе благодаря студентам, постоянной активной жизни, молодость, весна, все время здесь присутствует какая-то активность. Улица очень ухоженная, тихая, уютная. Ну и сам городок Металлургов, если шире брать этот район, он очень зеленый, тихий, уютный, активно застраивается, формируются новые кварталы, новые дворы появляются, какие-то достопримечательности растут. И район один из самых необычных, самых притягательных для горожан. Тем более он так немножко в стороне поодаль стоит. К тому же тут зоопарк, одна из главных достопримечательностей Удмуртии, находится по соседству. Парк Кирова, да, рядом. Парк культуры и отдыха, да, недалеко пруд находится, лес тут же поблизости. Некоторые скульптуры, памятники, арт-объекты, всего здесь предостаточно. Металлург — это такой город в городе, я бы сказал, и здесь находиться просто уютно, гулять. Речка Подборенка здесь еще под боком. Ну, уютное место, да, наверное, Да. для меня очень уютное место, и у меня друг сюда вернулся. Ну и для меня тоже, мне тоже городок Металлургов очень нравится. И Колтыма, кстати, у него еще было название Пушкинский городок одно время у этого района. Так что он менял свое назначение. А почему Металлург называется? Потому что строили дома для завода Ижсталь, для работников завода Ижсталь, то есть вообще в другом конце города, фактически от самого предприятия. Хотя, да, есть санаторий Металлург, а есть еще ДК Металлург. Это Да. вообще... На центральной площади, ну, ДК есть, Металлургов. Да, есть еще санаторий Металлург на Курортной 2. Это вообще окраина города. Да, да, да. Ну там другое предприятие тогда еще строил Ижсталь-завод, это еще тот старый завод. Но название сохранилось тоже историческое, и тем не менее преемственность такая существует. ИжГТУ, я бы вообще сказал, один из главных вузов для Ижевска. Все-таки Ижевск — это город технарей, все-таки инженерная вот эта индустрия, заводы, предприятия, они всегда были связаны с техническим образованием, в том числе и с высшим образованием, и подготовка инженеров, причем начиная от машиностроителей, да, и оружейников, заканчивая программистами. Это огромный профиль. И десятки тысяч студентов обучаются здесь, в том числе иностранцы же сюда приезжают. Кроме того, у ИжГТУ еще филиалы в Сарапуле, в Воткинске есть. И в последние годы он носит имя Калашникова. Тоже про это можно сказать. Вот. Понятно. Ну, в общем, можно много Ладно, тут. еще тут долго можно говорить. Да. Ну ладно, спасибо большое. Закончил я свой фильм. Закончил его как раз к своему 45-летию. Это такой мой маленький подарок самому себе и городу Ижевску. Ижевск творческий, Ижевск исторический, Ижевск технический, Ижевск научный.
Для меня Ижевск очень многогранный город, как бриллиант. И я буду продолжать снимать про него фильм, про свой любимый город. И надеюсь, вам будут нравиться мои работы. Я надеюсь, что найду своих поклонников и почитателей. Но буду рад вас видеть на своем канале. Много сделано. 1 000 000 километров позади. Десятки городов, в которых я жил, останавливаются, тоже позади. И Москва, и Ижевск, и Воткинск, и Пенза, и Казань. Еще куча маленьких городков, где я жил по несколько месяцев, по полгода. Это Севастополь, Сочи, Кисловодск и Санкт-Петербург. Вот, я там открывал для себя что-то новое, знакомился. В каких-то городах пробовал себя. Москва – хорошая школа жизни, очень отличная. Ижевск – это прямо институт, скажем, мой. Здесь мне удалось опробовать себя на свой максимум своих возможностей, понять, что чего я стою один. Москва показала, какой я командный игрок. Снова я в Ижевске, снова показываю, какой я командный игрок сейчас. У меня прекрасная инженерная компания. Я чувствую себя капитаном пиратского корабля. Мы берем самые смелые атомные проекты, самые такие нереализуемые или те проекты, за которые не все берутся. У меня команда смелая, она идет на этот проект как на абордаж, как испанский галеон на английский фрегат, берет его, берет команду и захватывает золото. Делает тем самым себя сильнее, богаче, успешнее. И меня в том числе. Вот. Позади 50 статей, 3 написанные книги, 6 отснятых фильмов, еще 6 в монтаже, в продакшене, 2 спектакля, диссертации, даже 2, наверное. Что еще? 10 атомных проектов. Вот. Но самое главное, это люди, с которыми я знакомился, встречался, с которыми мне было приятно проводить время. Сейчас я на 45-летие снова соберу их всех, тех, кто в Ижевске. Я буду рад их всех видеть. Мы этим зимним, точнее, осенним, но уже почти зимним вечером посидим в приятной компании. Ну а вам, жители города Ижевска, вот мой маленький подарок от самого себя, как бы и мне подарок, и вам на мое 45-летие. Наслаждайтесь, я буду дальше радовать вас своими работами.